настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе. Украина празднует День независимости. Друзья Путина. Новый спецпроект настоящего времени о малоизвестных фактах биографии президента России. Временная нестабильность или затяжной кризис. Ситуация на мировых биржах обостряется. Мы начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина отмечает День независимости. 24 августа 24 года назад Верховный Совет СССР принял акт провозглашения независимости. В Киеве сегодня прошел военный парад с главным государственным праздником. Украинцев поздравил Петр Порошенко. Основной темой обращения президента, понятно, была война на Донбассе. По словам Порошенко, она унесла жизни 2100 украинских воинов. 7320 военнослужащих получили ранения. Российское вооруженное формирование на границе Украины превышает 50 тысяч человек. 9 тысяч из них – кадровые военные России. Москва эти цифры не раз опровергала. На улицах украинских городов сегодня вышли миллионы человек. В национальном заповеднике София Киевская и других храмах страны молились о мире. И теперь в Беларусь. Здесь главная тема – решение Александра Лукашенко освободить политзаключенных. В субботу вечером из мест лишения свободы выходят 6 человек. В родных городах их встречают родные, близкие и сторонники. В Минске приветствовать бывшего кандидата в президенты страны Николая Статкевича на автовокзал приезжают сотни людей и, конечно, жена политика Марина Адамович. Конечно же, я не писал никаких прошений об освобождении. Нам не давали быть вместе. Мы могли видеть друг друга 1 или 2 раза в год на пару часов. А тех, кто начал новую жизнь после долгих лет и месяцев заключения, моя коллега Дарья Соловьева. Николай Статкевич, 58 лет, окончил Минское инженерно-ракетное училище ПВО, кандидат технических наук, полковник запаса. Провел в заключении 1707 дней. Бывший кандидат в президенты Беларуси Статкевич задержан 19 декабря 2010 года во время акции протеста на площади Независимости в Минске. Задержанного обвиняют в организации массовых беспорядков. В суде Статкевич своей вины не признает. Заявляет, что не доверяет всей белорусской судебной системе, поскольку она не самостоятельна в своих решениях. 26 мая 2011 года Статкевича осуждают на 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. 12 января 2012 года решением суда условия отбывания наказания заменяют на более жесткие. Николай Статкевич – дважды узник совести по данным организации «Международная амнистия». Прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко, несмотря на неоднократные предложения, Статкевич так и не написал. Николай Дидок, 26 лет, окончил юридический колледж БГУ, студент Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Провел за решеткой 1449 дней. Дидок задержан в сентябре 2010 года в качестве подозреваемого в нападении на посольство России. Через 3 недели, проведенных под арестом, ему предъявляют обвинения в участии в несанкционированной акции около Генштаба Беларуси. Во время суда Дидок заявляет о давлении со стороны следствия, угрозах увеличить тюремный срок, ужесточить условия содержания. Суд приговаривает Дидка к 4,5 годам в колонии строгого режима по обвинению в злостном хулиганстве. В декабре 2012 года условия отбывания наказания изменяются на более жесткие. В феврале 2015 к сроку добавляют еще 1 год и 3 дня. Евгений Васькович, 25 лет, студент Могилевского государственного университета имени Кулешова. Провел в тюрьме 1680 дней. Задержан в октябре 2010 года по подозрению в попытке поджога здания КГБ в Бобруйске с помощью бутылок с зажигательной смесью. Ущерб составил около $80. Получает 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Артем Прокопенко, 24 года, студент Белорусского государственного экономического университета в Бобруйске. Провел в заключении 1680 дней. Задержан по тому же делу, что Евгений Васькович. Осужден также на 7 лет в колонии усиленного режима. Игорь Оленевич, 31 год. Окончил университет информатики и радиоэлектроники по специальности инженер-электронщик. Провел за решеткой 1551 день. Осужден по делу анархистов в 2011 году. Приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвинен в организации антимилитаристского шествия возле Генерального штаба, поджоге дверей филиала Беларусьбанка, нападении на российское посольство и тюремный изолятор. Юрий Рубцов, 54 года.
Провел в заключении 322 дня. В октябре 2014 года Юрий Рубцов осужден за оскорбление судьи, который вел административный процесс по делу активиста после акции «Чернобыльский шлях». Рубцова приговаривают к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Правозащитники связывают преследование Рубцова с тем, что он неоднократно приходил на проводимые в Минске уличные акции оппозиции в майке с надписью «Лукашенко, уходи». Когда у него забрали майку, он сделал себе татуировку с аналогичной надписью на груди. Организация «Международная амнистия» признала Юрия Рубцова узником совести. Решение об освобождении принимается, как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, исходя из принципа гуманизма. Почему о таком принципе вспоминают именно сейчас и что Николая Статкевича ждет дальше, учитывая грядущие в октябре президентские выборы? Своими мыслями в интервью нашей программе делится обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Конечно, принципы гуманизма тут совершенно ни при чем. Это, в общем-то, холодный политический расчет. Теперь, я думаю, что, во-первых, дадут денег, скорее всего, через МВФ. Чего в этом смысле не очень хотят как раз те самые русские братья давать. Скорее всего, заморозят санкции. Вряд ли их снимут вообще, визовые санкции, но скорее заморозят, как было в 2008 году. И вообще начнутся, так сказать, всякие разнообразные контакты. Что касается перспектив Николая Статкевича, в известном смысле действительно сейчас оппозиция находится, по крайней мере, ее часть находится в некоторой растерянности. Те, кто говорил, что нельзя участвовать в выборах, позорно, аморально участвовать в выборах в стране, где есть политзаключенные. Политзаключенных нет. Что теперь аморально и что теперь... Поезд выборов уже ушел, он прошел мимо Статкевича. У него есть несколько вариантов. Один вариант – это все-таки, так сказать, заключить политический альянс с той единственной кандидаткой, которая, так сказать, подала должное количество подписей. С Татьяной Короткевич. Второй вариант – это он может присоединиться к тем людям, которые, выступают за бойкот. Жизнь показывает, что бойкоты в постсоветских странах, особенно в президентских выборах, это абсолютно пустая затея. И плюс к тому, вы понимаете, человек включает телевизор и видит красивую картинку из Донбасса. И поэтому это, в общем, сильно демотивирует устраивать что-то дома, даже среди тех, кто терпеть не может Александр Григорьевич. И вновь возвращаемся в Украину. Фасад – самая горячая точка в секторе А. Это Луганская область. Ночью бойцов украинской армии там накрывают снарядами. Днем военные восстанавливают разрушенные постройки, обновляют укрытия. Так солдаты и офицеры живут уже почти год. Ответный огонь они, если и могут вести, то с задержкой во времени, запрашивая у командования разрешения. Ольга Калиниченко. Фасад – это блокпост перед единственным уцелевшим мостом через Северский Донец. Он соединяет две стороны, одна под контролем сепаратистов, вторая – украинской армии. Стратегическое значение этой точки очень велико, поэтому боевики бросают немалые силы, чтобы взять ее под полный контроль. Тиждень назад у нас був снайпер. Видно, сработали як по корпусу ПТС, по Гибиону. Вот это все уже меняют, это получается второй раз. Раньше тут стояли ящики з-під граду, так як останній десь тиждень назад, коли якраз підбили нам снайпер резервною пулею, був ранений у нас. В ответ бойцы зачастую молчат. Нет команды стрелять. По процедуре, перед тем, как вести ответный огонь, они должны доложить обстановку командиру, тот руководству сектора, и только после одобрения поступает команда отвечать. А на это уходит, как говорят бойцы, около 10 минут. Вони вже можуть там відстрілятися за 5 минут, попити там кофе і уїхати в Луганськ. А ми тільки починаємо стріляти куди-то непонятно куди, де вже їх немає. После очередного такого обстрела бойцы лишились своей лодки. В нее попала мина. Это был единственный способ вывести раненых с фасада, когда обстреливается мост. Живут бойцы под землей, здесь тепло и надежно. От такой жизни бойцы уже очень устали. Говорят, что силы на исходе, но команда на демобилизацию никак не поступает. Особенно это касается кадровых офицеров. Их просто не на кого менять. Нет команды и на движение вперед. Политическая игра, она довольно-таки на высоком уровне. Все-таки, по мне, так... Минское соглашение на политическом уровне надо придерживаться. Хочешь ты, не хочешь, если уже дал слово, его надо держать. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время. Луганская область.
Но если военные еще хоть как-то могут рассчитывать на командование, то мирным жителям, кроме самих себя, надеяться просто не на кого. Далее смотрите наш материал о том, как жители Донецка спасают сами себя. Они выросли в одном детдоме, но заметили друг друга уже когда покинули интернат. Прошлым летом сироты Иван и Иолана вместе убегали от войны. Долго собираться не пришлось. Личных вещей у пары практически нет. Из прифронтового города Марьинка они отправились в не менее опасный, но больше по территории и возможностям Донецк. Дошли до убежища на окраине города, вспоминает Иолана. Там жили почти до зимы. Да, много людей, сыро, холодно, конечно, но люди очень добрые и помогали нам. То есть мы вообще приехали в это бомбоубежище, у нас ничего не было. Нам предоставили и кровать, и покушать, и кое-какая одежда, чтобы тепленько было, и матрас, чтобы на чем было спать. В убежище Иола поняла, что станет матерью. Для беременной девушки донецкие волонтеры подыскали общежитие. После подземелья домом для сирот стала съемная комната. Но и здесь их достают звуки войны. 3-месячный сын Давид тоже все слышит. Не плачет, слава богу, но шугается, сразу дергается. Но я его успокаиваю, на ручки к себе прижимаю, и все, и он засыпает. Вот вчера, когда бомбили, у нас прям кровать ходором задрожала, и он испугался. Ну, слава богу, я возле него ж уже была. Он спал и дернулся, но не плакал. Иван, так зовут отца ребенка, работает на 2 работах в донецком интернате. Все деньги молодой семьи идут на сына. Тратят без излишеств. Сейчас только на дом. Чтобы покушать было, чтобы и за жилье было заплачено, чтобы малышу памперсы были, чтобы хоть какая-то там игрушка куплена. Крестными родителями для малыша станут волонтеры, которые до сих пор поддерживают сиротскую пару. Инна Вареница для настоящего времени из Донецка. Вот так вот. Время передавать слово в Вашингтон, где сегодня, в День независимости Украины, много говорят о войне и гуманитарных проблемах на Донбассе. Юлия, продолжайте. Спасибо, Сергей. Президент Обама поздравил лидера и народ Украины с Днем независимости. Поздравление было размещено на веб-сайте Петра Порошенко. В нем, в частности, говорится, 2 наши нации сотрудничают, чтобы поддержать и защитить право украинского народа свободно выбрать свой путь вперед. Барак Обама также заверил украинцев, что США будут последовательны в своей поддержке Украины. К поздравлениям присоединился и госсекретарь Джон Керри, который заявил, что США были и остаются надежным партнером и верным другом Украины. Цитата: «Благодаря вашей несгибаемости вы завоевали сердца множества друзей и почитателей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах». Президент Франции Франсуа Олланд сделал кавалерами Ордена Почетного Легиона, высшей награды страны, 3 американцев и британца, которые обезвредили вооруженного преступника в пассажирском поезде. С подробностями Роман Мамонов. На церемонии в Елисейском дворце Франсуа Олланд прикрепил ордена к груди британца Криса Нормана и американцев Спенсера Стоуна, Алика Скарлатоса и Энтони Седлера. Президент Франции заявил, что их действия перед лицом террора – это послание храбрости, солидарности и надежды. Олланд также наградил гражданина Франции, который первый обнаружил автоматчика в скоростном поезде. Стоун, Скарлатос и Седлер в воскресенье выступили перед журналистами в посольстве США в Париже. Посол США во Франции Джейн Хартли сказала, что эти люди – герои в самом прямом смысле этого слова. Эти 3 мужественных молодых американцев вместе с французским и британским пассажирами продемонстрировали незаурядную отвагу. Они действовали без оглядки на свою собственную безопасность, чтобы подавить вооруженного до зубов человека, который явно хотел причинить массовые жертвы. Пилот ВВС США Стоун был госпитализирован после того, как нападавший полоснул его по шее и руке канцелярским ножом. Стоун рассказал, как он проснулся и увидел боевика в проходе поезда. Я обернулся и увидел, что у него в руках автомат Калашникова, который, видимо, заклинило или он не работал, а он пытался перезарядить оружие. Алик толкнул меня в плечо и сказал: «Давай». Мы подбежали, сбили его с ног и упали на пол. Алик выхватил оружие из его рук, пока я сделал преступнику удушающий захват. К Скарлатосу, Стоуну и американскому студенту Седлеру присоединился британец Крис Норман. Они скрутили нападавшего. Боевик серьезно ранил как минимум 1 пассажира перед тем, как на него набросились со всех сторон. Когда их спросили, что они почерпнули из этого опыта, Седлер сказал, что в кризисные моменты действие лучше бездействия. Прятаться и отсиживаться ничего не дало бы, и нападавший мог бы сделать свое дело, если бы не мой друг Спенсер.
Власти Испании смогли установить личность преступника. Это уроженец Марокко, 26-летний Аюб Эль-Хазани. По их данным, в прошлом году он некоторое время провел в Сирии. Эль-Хазани сел на поезд в Брюсселе. Предотвращенная атака подняла вопрос об усилении безопасности на территории 26 стран-членов Шенгенской зоны. Франция, Бельгия, Нидерланды и другие страны рассматривают меры по ужесточению контроля на поездах, следующих через Европу. Экономисты всего мира обсуждают, что же происходит с рынком ценных бумаг. Биржевой индекс промышленных предприятий США Dow Jones всего за 2 сессии на прошлой неделе рухнул на 850 пунктов, чем вызвал панику среди инвесторов. В понедельник торги на Уолл-стрит также начались снижением. Индекс Dow Jones опустился ниже 16 тысяч пунктов впервые с февраля 2014 года. Снижаются и индексы Standard & Poor's и NASDAQ. О причинах и возможных последствиях этого обвала в материале Вадима Оленичева. В минувшую пятницу цены на нефть установили очередной негативный рекорд. Нефть марки Brent 8-ю неделю подряд закрылась с понижением, чего не отмечалось последние 29 лет. Последний раз на торгах в Нью-Йорке за баррель нефти сырца давали менее $40 в 2009 году, когда в США была в разгаре рецессия. Ситуация на нефтяном рынке немедленно сказалась на показателях Уолл-стрит. Еще в четверг ведущий индекс Dow Jones потерял более 2%, рухнув на 358 пунктов и ликвидировав все, что было набрано с начала года. Индекс высоких технологий NASDAQ потерял почти 3%. Похожая ситуация, падение на 2,5% и даже 3% повторилась и в пятницу. Такой обвал уже можно неофициально назвать коррекцией, когда искусственно перегретый рынок возвращается к более реальным величинам. Уолл-стрит не стало исключением. Обвал акций произошел и на рынках Европы и Азии. Их ведущие индексы в Лондоне, Франкфурте, Токио и Гонконге потеряли от 2 до 4%. Чем же вызвана такая паническая реакция мирового рынка? В первую очередь, неутешительными сообщениями о торможении развития второй по размеру экономики мира – китайской. Темпы ее роста сейчас гораздо ниже прежних и продолжают замедляться. Индекс развития производства в Китае самый низкий за последние 6,5 лет. Учитывая то, что КНР – это еще и вторая страна в мире по объему потребления нефти, аналитики ожидают нового сокращения мирового спроса на сырье и энергоносители. Это означает дальнейшее торможение экономического роста в Азии и, как следствие, в Соединенных Штатах, которые являются главным торговым партнером Китая. Получается, что раскрутить экономический маховик как следует властям США пока так и не удается. Для инвесторов это, безусловно, неутешительная новость. Однако рядовые потребители должны извлечь из такой ситуации определенную пользу. Цены на товары могут временно снизиться за счет более дешевой доставки. По этой же причине авиабилеты, возможно, станут для пассажиров более доступными за счет снижения стоимости горючего. Повышение потребительской активности всегда благотворно для американской экономики. А до официального окончания сезона отпусков в США еще остается 2 недели. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Рубль идет на дно. Российская валюта в очередной раз резко подешевела. Подробности у коллег в Праге. Так и есть, Юлия. За доллар сегодня дают больше 70 рублей, за евро более 80. Отмечу, за последний месяц российская валюта дешевеет к доллару и евро более чем на 20%. Главная причина – падающая нефть. Ее стоимость достигает самого низкого значения за последние 6 лет. Цена марки Brent – $43 за баррель. Москвичи о падении рубля. Хуже люди жить стали. И мы не знаем, что будет завтра. Будем надеяться, что наша власть, те люди, которые отвечают за экономическую ситуацию, все-таки как-то выправят данное положение. Мне, например, сейчас сложнее будет уехать в отпуск, чем полгода назад, например. Чувствуется, что наша власть борется за свое собственное сохранение, за сохранение власти, а не за интересы экономики. Это «Настоящее время». Продолжаем. Сегодня мы начинаем цикл интервью под общим названием «Друзья Владимира Путина». Те, кто в разные годы общался с российским президентом и кому сегодня есть что вспоминать. Питерский журналист, депутат Ленсовета 21-го созыва Николай Андрущенко. В 90-е годы он был среди тех, кто высказывал опасения по поводу того, что власть в России постепенно переходит в руки спецслужб. В 2007-м Николая Андрущенко арестовали. Правозащитный центр «Мемориал» даже признал журналиста политзаключенным. В интервью нашей программе Андрущенко рассказал о своем знакомстве с Путиным и его деятельности на посту первого вице-мэра Санкт-Петербурга. Через неделю
после того, как путч окончился, я иду по коридору Мариинского. В гардеробе спит старушка, гардеробщица, больше никого нет. Наверное, поэтому Путин был откровенен. Он сначала очень скромно сказал: Степаныч, что ж ты наделал? Тебя ж могли арестовать. Вот такой разговор был. А потом не сдержался. Я говорю, вот у него, чему я завидую, два свойства есть хорошие. Во-первых, память у него, как у компьютера. То, что он туда заложил, он в нужный момент лет через 10 вынет и будет использовать. Вот. А второй, он все-таки вот когда никого нет, бывает откровенным. Так вот он, будучи откровенным, вот после этих слов «тебя ж могли арестовать», сказал: Степаныч, пошел по коридору, бабки делать надо, бабки делать надо, бабки делать надо. Вот. Но это не характерно для него. А как вы думаете, что он имел в виду под этой фразой «бабки делать надо»? Зарабатывать деньги. То есть пора прекратить заниматься политикой, нужно заниматься... Нет, политика в его понятии, как я понимаю, сочетается с зарабатыванием денег. Отмечу, на информацию о якобы противоправной деятельности Путина во время его работы в мэрии Петербурга Кремль уже реагировал. Так, в мае пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предупреждал о подготовке информационной атаки на Владимира Путина. И вновь время эфира из Вашингтона. Одна из главных тем в США – предстоящие президентские выборы. Юлия, о чем говорят в этот понедельник? Спасибо, Сергей. Вице-президент США Джо Байден, судя по всему, серьезно изучает возможность участия в президентских выборах. Эксперты отмечают, что в последние дни он беседует по телефону с потенциальными спонсорами и сторонниками, а в субботу встретился с одним из наиболее влиятельных сенаторов, демократом Элизабет Уоррен. Уоррен является фаворитом среди прогрессивных демократов, и ранее в этом году она отклонила предложение выдвинуть свою кандидатуру. При этом опросы показывают снижение поддержки Хиллари Клинтон в связи с использованием ею частного почтового сервера в бытность госсекретарем. Между тем, для республиканцев, участников предвыборной гонки, темой номер один стало будущее нелегальных иммигрантов в Америке. По оценкам, доля нелегалов составляет 13% от населения США. Это наивысший уровень за всю историю страны. По мнению претендента-республиканца Рика Санторума, Америка должна понять, что от того, как будет решена проблема нелегальной иммиграции, зависит и экономическое будущее Соединенных Штатов. Наш корреспондент Вадим Оленичев побывал в Национальном пресс-клубе на встрече с участием Санторума. Политическая кредо Рика Санторума, по его собственному утверждению, это борьба за благополучие американских семей, которые с трудом сводят концы с концами. Не так давно бывший сенатор от Пенсильвании даже опубликовал книгу, озаглавленную «Консерватор с синим воротничком». В ней говорится о том, что экономические проблемы американских рабочих тесно связаны с вопросом о будущем нелегальных иммигрантов и иммиграции в целом. За последние 20 лет на наши берега прибыли 35 миллионов легальных и нелегальных иммигрантов. Это самая масштабная массовая иммиграция в истории Америки, которая превышает даже волну иммиграции на рубеже 19 и 20 столетий. Эти иммигранты в массе своей неквалифицированные или низкоквалифицированные работники. В поисках работы они претендуют на те же места, на которые пытаются устроиться 74% американцев, не имеющих высшего образования. Такая ситуация, утверждает Рик Санторум, приводит к тому, что иммигранты соглашаются работать за более низкую зарплату и часто без права на льготы. Все это повышает прибыли фирм-работодателей, загоняя работников-американцев в экономический тупик. По словам Санторума, за 13 лет в стране было создано почти 6 миллионов рабочих мест. Но все они достались не гражданам США, а новым иммигрантам, потому что компаниям выгоднее их нанимать. Это несправедливо, считает претендент на республиканскую номинацию. В Америке, по его мнению, должны оставаться только те иностранцы, кто не только готов добросовестно трудиться, но и соблюдать законы страны. Призыв Рика Санторума прост и категоричен. Иммигранты, которые приступают закон, нарушая визовый режим или нелегально проникают в страну, обязаны ее покинуть. А настоящим проявлением сочувствия к ним должна стать не амнистия нелегалов,
а равное и справедливое применение миграционных законов в каждом случае. На вопрос о главных международных угрозах для Соединенных Штатов Рик Санторум ограничился общими фразами о необходимости покончить с так называемым исламским государством. Как мне кажется, нашей первостепенной заботой должна быть организация по имени ИГИЛ. Она не только дестабилизирует ближневосточный регион, но и угрожает безопасности нашей страны. Поэтому ликвидация ИГИЛ должна быть нашим приоритетом. Для начала нам следует выяснить, какие движения в Сирии могут быть нашими союзниками, а затем выработать с ними план совместных действий против ИГИЛ. На последовавшие за этим вопросы об отношениях с Россией и решении конфликта в Украине кандидат в президенты не стал отвечать, сославшись на перегруженное расписание и отсутствие времени. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Как готовят медперсонал для службы в горячих точках? Исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Дэвисе, показало, что центры скорой медицинской помощи предоставляют наилучшую среду для подготовки военных врачей и медсестер. Сюжет из одного из самых загруженных госпиталей страны. Этот центр оборудован для лечения самых тяжелых травм, поэтому и работа здесь одна из самых сложных и тяжелых в госпитале. Мы должны уметь оперировать в любой ситуации, без дополнительного времени на подготовку, и уметь реагировать очень быстро. В это отделение неотложной медицинской помощи в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе ежедневно поступает порядка 20 пациентов с самыми разными ранениями, от огнестрельных и ножевых до переломов и сотрясений в результате ДТП. Сегодня здесь готовят медиков ВМС США. Медсестра Джессика Наранью уедет в зону боевых действий уже через 3 недели интенсивного обучения. Здесь самая напряженная обстановка, шок и чудеса медицины. Когда ты видишь на манекене крупную рану от взрыва, ты помнишь, что это кусок пластика. А когда к тебе привозят человека с пулевым ранением и открытой раной живота, ты по-настоящему понимаешь, что это такое – неотложная помощь. Наранью и большая часть ее сокурсников скоро уедут в Афганистан. Эти хирурги, медсестры, санитары отмечают, что подготовка в подобном центре не только позволяет наработать врачебные навыки, но и психологически подготовиться к будущей работе. Ты должен быстро думать и реагировать. При работе с пациентом с ножевым ранением в области живота ты должен постоянно проверять, какова кровопотеря, решить, когда именно он может поступить в операционную. Ты постоянно спрашиваешь себя о порядке действий. Идея готовить военный медперсонал в таких центрах появилась еще 25 лет назад. Тогда в целом мы не могли эффективно оказывать первую неотложную помощь в сложной обстановке с ограниченными ресурсами. В США существует всего 3 подобных центра подготовки для военных врачей и медперсонала, и потребность в подобном обучении только растет. Такая подготовка снижает адреналиновый шок и позволяет нам научиться сохранять концентрацию и внимание в обстановке стресса. А это именно то, что понадобится лейтенанту Наранью, когда она приедет в Афганистан. Нью-Йорк готов предложить своим жителям и туристам новую достопримечательность – особую карусель в Беттери-парке на Манхэттене, рассказывает Дарья Кутковая. 30 переливающихся кабин, выполненных в форме морских обитателей. Вот что такое новая карусель. Невозможно угадать, что дальше. Очень весело. Кабины Sea Glass 3 метра в ширину и 4 метра в высоту. Они сияют изнутри, переливаются и постоянно меняют цвет. 3,5 минуты фантастического путешествия. У карусели в форме морской раковины стальная крыша и 46 обзорных окон. На создание проекта ушло 10 лет и $16 миллионов. Наша карусель уникальна. Мы хотели создать ощущение прикосновения к стеклу, найденному в море. Здесь возникает чувство, как будто ты плаваешь под водой. Концепт разработал архитектор Джордж Ципин. Идея заключалась в том, чтобы воссоздать магию подводного мира. Мы думали о детях, но взрослые тоже получают удовольствие. Потому что все мы в душе дети. В Вашингтонском национальном зоопарке «Праздник» у гигантской панды Мэйсянь родились 2 детеныша. Маленькие панды появились на свет в субботу с разницей в несколько часов. Их пол будет определен позже. В течение некоторого времени Мэйсянь будет скрыта от глаз посетителей, и многочисленные поклонники панды пока смогут любоваться другим детенышем Мэйсянь Бао-Бао. Ему в воскресенье исполнилось 2 года. Ее первенец Тайшань родился в Вашингтоне 10 лет назад, а сейчас живет в Китае. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами. До завтра. Сергей.
Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.